и опускайте. После того, как мастер подробно рассказала, что нужно делать, участники начинают работать самостоятельно. Среди них Рукият Гагиева. Она почти не видит с самого детства. Один глаз полностью потерял зрение, второй сохранил лишь около 30%. Но это не мешает ей приходить на подобные мастер-классы. Мы любим вот эти встречи из-за того, что дома же плоховидящим, слепым сидеть неинтересно, а так это производство очень нам помогает. Это такое производство, что не каждому дано. Это руки, как говорится, любят глину некоторые не любят, но у нас получается. На мастер-классе собрались участники разных возрастов, слабовидящие и зрячие. Все те, кто хочет попробовать себя в лепке. По словам организаторов, главное, чтобы каждый здесь ощущал заботу и тепло. Чтобы организовать для них досуг, чтобы они не чувствовали себя лишенными тепла, внимания. Просто, чтобы они могли не просто провести досуг, но также мы часто участвуем в ярмарках, чтобы они могли свои изделия слепленные реализовать. Старательно лепит тарелку Эйсид Даурбекова. Она уже не в первый раз посещает подобные мастер-классы. Говорит, что такие встречи для нее – это возможность побыть среди людей и заняться чем-то приятным. Даже просто глину держать в руках и колесание, негатив и экологически Подобные мастер-классы в гончарной мастерской проводятся регулярно, позволяя слабовидящим людям активно проводить время и раскрывать свои способности. Мария Амбатта, Абдулла Тангиев, Магаз 24.